Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши будни, в которых есть и хорошее, и плохое. Начну с хорошего. За эти дни у нас улетели из Якутска в Питер два щенка, два котенка. Они все с кладбища Якутска, о них я вам рассказывала. Вот, скажем, мы в порту. Приехали. Сейчас будем, готовиться. Друзья, если бы мы с вами проходили мимо, если бы мы не вмешались в их судьбу, не было бы их в живых. Они не живут долго. Когда вы помогаете вывозить, лечить, то и чудеса случаются. И спасать легче, и спасаю их больше. Друзья, спасибо вам за это. Не бросайте их, у них никого нет, кроме нас. И два взрослых спасенных котика, рыжий и черный, с отпавшими от мороза ушами. Всех мы стерилизовали, привили и проводили. Оплатила также и передержку в Питере. На очереди готовятся другие спасеныши. Лариса, мы уже кушаем вовсю. Хороший мальчик приехал. Из хорошего еще доставили переноски, которые были в пути аж 10 дней. И благодаря вашей помощи смогла оплатить эту транспортировку, за что вам огромное спасибо, друзья. А еще, друзья, посмотрите на нашу Чапи, что перенесла операцию недавно на позвоночнике. Она заново учится ходить, и у нее получается хорошая динамика. Поддерживать ремнями еще приходится, но зато уверенно бежит и не заваливается. Она большая молодец. Спасибо всем, кто нам помогает. Ну а мы стараемся делать их здоровыми и счастливыми. Друзья, так не хочется и больно сообщать о плохом. По возможности стараюсь этого не делать, чтобы не расстраивать вас, а справляться самим. Но вот сейчас не справлюсь. А передержка эта не сможет обрабатывать серьезные раны собаки 3 раза в день. А произошло следующее. Собака Барри, не страдавшая никакими заболеваниями, вдруг падает, случается приступ. И начинает дергаться, как это бывает при эпилепсии. Еще раз отмечу, у него не было эпилепсии. В таких случаях дергающуюся собаку начинают грызть рядом гуляющие, всегда спокойные. Злобных у нас нет. Дружелюбные, можно сказать, друзья. Начинают кусать. Да, это чисто собачий инстинкт. И мы про этот инстинкт знаем. Поэтому собаки с эпилепсией живут всегда отдельно от других собак. Но у этой собаки не было эпилепсии. А значит, возможно, началась эпилепсия, и это был первый приступ. Это предстоит еще обследовать. Но предвидеть эпилепсию нельзя никак. Если это случается, то внезапно. Что и произошло. Пока к нему подбежали, пока всех отогнали, сильные укусы были уже нанесены. Нога в плачевном состоянии. Сейчас Барри находится в стационаре. Врачи борются, чтобы не произошел сепсис. О предполагаемой эпилепсии врачам сказала. Но теперь главное пока спасти ногу и жизнь. Порвана мышца. Задета ли кость, покажет рентген. Положение серьезное. Уколы, антибиотики, все делают. Друзья, с чем только не сталкиваюсь.
и без того тяжело, и без этого тяжело, и не зная, на что подготовиться к зимнему периоду, не на что залатать протекающую от дождей крышу у собак, и так нечем оплатить передержки. И когда случается такое, внезапное заболевание или грызня, то руки опускаются. Вы видите, проблемы у нас разные и всегда внезапные, а лечить надо немедленно. И главное, чтобы было на что. И я снова прошу вашей помощи. Помогите. Только вместе мы сможем его спасти еще раз. Клинику надо оплачивать. Без вас не справлюсь однозначно. Пожалуйста, помогите.